друзья. 5 минут 2. Луна сделала почетный круг и скоро скроется за вот теми елками. На болоте немножко стало видно. То есть, если сейчас сядет утка, уже я буду видеть. Немножко киморнул. Садится. Блин, не села. Съесть. Штук 8, наверное. Хотели сесть, не сели. Ночью пытался киморнуть, но не смог, потому что не сказать, чтобы сильно замерз, но было не жарко, это точно. И к тому же утка ночью летала. То черки, то свези, то широконоски, то кряква, то постоянно. Просто я выгляну, ничего не видно вообще. Смысл стрелять? Куда, чё, где? Сейчас вот немножко стало видно. Если что-то где-то же подсядет. На озере тоже немного видимость прибавилась. Наша хохлатая чернить, вот там вот стайка так и пасется в центре озера. Всю ночь там плавала. Она там и будет плавать, сюда не подплывет, потому что, говорят, мозги как у курицы. Вот такой курицы дикой. Очень хорошие мозги. Они запомнили, что вечером я сюда пришел, значит я здесь. В общем, друзья, одеваем камеру на голову и попытаемся что-нибудь поснимать. Скоро начнет светать. Единственное, чего я больше всего боюсь, это то, что у меня кончатся патроны. У меня всего лишь один патронтаж, и так еще несколько штук патронов, может быть 25, но там еще... Во-во-во. 4 штуки связи. В общем, друзья, одеваем камеру на голову и ждем. Вот как луна спрячется за елками, начнет светать. Это уже испытано. Время 2 час. О, широконоски. Широконоски, связь, все есть. Вся утка уже прилетела. Скоро будет весело. Будет обидно, если не хватит патронов, потому что пострелять я люблю. А патронов я не взял с собой. Потому что вечером хотел идти в избу, а не пошел. Ну ладно. Что получится, то получится. Веселуха сегодня будет. Вот широконоска, черки, все есть. Все, ждем прилета. Связь. Что-то я не понял, куда они делись. Налетели на голову прямо и куда-то пропали. Может крутануться. 6 штук, 6 связей. Ой, черки. Вот это мне уже нравится. Так, что-то летит. Тоже ничего
12 минут второго. Это что такое? Блин, прямо возле шалаша. Упор. Как вот их стрелять, а? 4 черга сели прямо в 3 метрах от шалаша. Блин, метров 20 хотя бы сели. Вот они, 5 штук еще черги. Давай плюхайтесь на озеро. Вот надо же как-то... Ой, еще что-то летят. Вот садятся. Далеко, бля. Далековато сели. Твою мать. Связи. Пошел перелет. Далеко. Я даже не вижу, где они. В траве там где-то сели. Хладочернить. 5 штук пролетели. И туда. Ко льду. Связи так и сидят здесь. Сидят далеко. Луна вон на горизонте. О. Связи и широконоски. Но они далеко, я их не вижу. Время 1:20. И как только вот луна спрячется за деревьями, будет уже хорошо видно стрелять. Но в то же время и буду виден я. И надо будет прятаться. В ясную погоду светает быстро. Ночь прошла, и это хорошо. Володя ударил. 1:25. И уже практически все видно. Буквально 5 дней назад я на это время ставил будильник только. Вот как быстро удлиняется день. Как раньше начинает светать, тем более в ясную погоду. Пролетела кряква одна. Низко. Не стал стрелять. И все. Пока затишье. О нет, что-то летит. Залетело. Ночью расселось очень много дичь. Вот как Володя бабахнул. Так все и походу разлетелось. Я так думаю, что-нибудь да полетает еще. Так, там что у нас на озере?
Тоже вроде тишина. Все разлетелись. Ну и ладно. Ждем. Время 1:30. Я прям вижу, как луна заходит за деревья. Не знаю, видите ли это вы. Но это происходит очень и очень быстро. И вот как только луна спрячется за деревьями полностью, видимость будет уже на высоте. Володя вышел с шалаша, был выстрел, видать, утку достает. Кого-то добыл. Тихо, тихо. Четыре штуки пролетели с таким свистом. И куда-то дальше. А там волна идет. Значит, хохлатые эти черники плавают. Село 4 черка. Залетело 3. Но не вижу. Один был в стороне, селезень. Ближе ко мне. Ну, потом по светлому посмотрю, должен остаться метров. А вон пятнышко есть, да? Подранок плавает. Живой. Ага. Слышите, да? Может, дойдет метров 50, наверное. Те были еще дальше. Ну, что делать? Попытка не пытка. Дойдет, дойдет. Налетали черки. Ну, испугались чего-то. Скорее всего, вот этих чучелов. Ночью они садятся очень хорошо к ним. А днем они их пугают. Вот, одиночка. Кряква. Черки сели чуть дальше, туда на открытое место. Мне кажется, эти чучела лучше вообще убрать. Утка их боится. Ромка накидал их как-то. Надо кидать на зарево, чтобы ночью было видно. Ладно, днем заберу. Уберу их вообще. Вот они туда сели, там плавают.
Володя закряхтел. Подманивает кряку. Навряд ли она подлетит. Это самка вроде была. Да. Не повезло. Ну, с полчасика еще подождем, потом пойдем. Сядем в лодку и проедемся по озеру. Посмотрим, что нам удалось добыть. Что-нибудь, да, наверное, я так думаю, останется. Далековато. Мазила, блядь. Так, утки, которые сели по центру озера, потихонечку подплывают сюда. Ждем, пока подплывут на убойное расстояние. Что, попробуем. Есть. Черки подсели. Больше не сидят. Далеко. Володя тоже издалека выстрелил. Не взяла. И на меня не налетел крякаш. Аж возле леса обошел.
продуманный. Так, тем временем у нас 2:26, половина третьего. И как ни странно, как я ожидал, ночью, если утка была, ночью летала. Подранок там. Сейчас попробую добить. Ночью утка летала, то как расцвело вообще. Нет перелета. Вижу подранка, хохлатая чернить самец. Вот там. Попробую сейчас добрать. Далековато тоже, но ладно. Все, уже спрятался. Метров 45, наверное. Подранок. Или оставить, пока патроны не тратить на него. Может, еще утка будет. Ладно, оставим. Далеко тем более. Потом, если что, патроны останутся, попробуем добрать. Вон, вижу. Спрятался в траве. Все. А вот вижу еще. Ладно, пока не будем. Патронов мало. Если что останется, потом доберем. Надеюсь, никуда не убежит. Хотя и может вообще-то. Ладно. Подождем. Так, время без 15:03. И утка полностью прекратила перелеты. Тишина уже где-то около получаса. Вон Володя вышел со своего шалаша. Вижу, достает утку. Что-то добыл, до этого еще выходил. Как минимум у него 2 утки. Так, ну а нас что? У нас тоже не пусто. Вижу на озере 2 пятнышка. И я так думаю, если поискать, еще пару штук найду. Так. Сейчас вот там подранок хохлатой чернити. Попробуем добрать ее. Там должен быть подранок или готовая уже. Там должен быть. В общем, если все благополучно пройдет, я так думаю, штук 5-то мы тоже настреляли. Ну что, пошли собирать урожай. Вон, был заморозок, вон. С палатки сыпется или что это такое? Ну, короче, в палатке все виние. Надо будет это все потом высушивать. Все, хватит на сегодня. Пошли в избу греться, соберем уток и пойдем погреемся. Осталось у меня 3 патрона. 3 патрона, это первый номер. И 2 в стволе. Как мы видим, ночью был хороший заморозок. Теперь я понимаю, почему утка от чучелов боялась. Вон, все. Был хороший минус. Вон, все замерзло. Ледок везде. И лодка у нас полностью спустила. Правая сторона. Ромка что-то тут клеил. Ни хрена, походу, не заклеил. Так, на такой лодке страшно-то и выезжать. Ну ладно, попробуем.
накачаем сейчас и поедем. Вот такая вот погода на 5 мая. Так, ну чё, одного червяка нашел. Вот такой вот червячок. Есть один. Там вижу второго. По болоту ходить опасно, но на резинке плавать можно. Сначала соберем на болоте, потом пойдем на озеро. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас еще один червячок. Два червячка уже есть. Вот такой вот черок, свистунок, селезень. 2-0. Пошли дальше искать. Так. Вижу еще одну утку. Одну так и не нашел. Сейчас попробую вылезти. Это вроде бы широконоска. На всякий случай возьмем ружье. Вдруг что-нибудь да налетит. Блин, отсюда упала куда-то, шлепнулась. Ее я не нашел. Широконоска, вот она. Нет, связь. 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 Вот такую красавицу связь. Немская. Красивая крупная утка. Ага, хорошо. Я еще подумал в темноте, что широконоска. Так. А вот вижу еще одну утку. Ага. Это хорошо. 4-я. Парочка еще на озере. Еще один подранок у меня в этой луже где-то. Самец хохлатой черники. Так, пошли дальше собирать. Так. Коднатый амьян. Вот так вот. Хохлатая чернить. Четвертый красавец. Полезаю в кузовок. Так, сейчас надо добрать того подранка нам, если получится. Где-то здесь подранок есть. Где-то здесь подранок есть. Где-то здесь он прятался. Где-то здесь он прятался. Так. Вот так просто мы его не поймаем. Надо будет его добивать по-любому. Блин, там еще первый номер у меня. Старый патрон. Так.
Где-то здесь мы его видели последний раз. Вот, походу он там что-то белеет. Блин, и лодку тащить неохота. И патрон тратить неохота, если это уже дохлое. Вообще никаких шевелений нет. Ладно. Притащим лодку. Вот такой вот красивый рассвет. Поднимается солнышко. У меня зависла камера. Блин, я думал, все снимаю, оказывается, ничего не снято. Целая эпопея произошла у меня с этой вот уткой широконоской. Съел еще 2 патрона. В общем, не знаю, что сняло, что не сняло. Поменял батарейку. В общем, у нас широконоска, связь, хохлатая чернить, чирок, 2 черка. 2 черка, хохлатая чернить, 5 уток, в общем. Это то, что на болоте добыто. То, что упало на болото, добыто. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас на озере. Вот она. Подранок хохлатой чернити. Блин, ружье не было наготове. Здесь подранил там ее, а она была на траве. В итоге благополучно нырнула и убежала. Сейчас попробуем добрать, если получится. Но навряд ли. Вот она уже там. Она уже далеко. Блин. Вот так вот. Надо всегда ружье, чтобы было наготове. А у меня мало того, что не наготове было, еще и запуталась. Так, надо собрать. Вижу связи. Сейчас давайте соберем сначала, пока вороны не утащили наших уток. А то уже вон залетали вороны. А ту утку придется, не знаю как. Подранок. Вот она вот ныряет там. Попробую, конечно, добрать, если получится. Так, вижу связи. Сейчас заберем. Так получается. Первая утка. Ух ты, летят хорошо. Далеко. Связь. Широконоска. Так, связь. Вот такой вот красивый связь у нас. Еще 3 утки полетели вон. Это от меня, наверное, взлетают. Ладно, бог с ними. У меня патронов немного, чтобы в лед стрелять. Но надо собрать сейчас вот этих уток. В первую очередь. Да ёшкинка, где-то есть лот. Вот она. Вот так вот. Как-то вот так вот. Что это у нас? Широконоска или что? А то разлетались, понимаете ли. Да, самец широконоски. Иди сюда, мой сладкий сахар. Еще и нырнул, блин. Сейчас еще и убежит подранок, блин. Только не надо вот этого делать, блин.
Упасть упала, но не пропала. И где-то есть. Ау. Это точно широконоска была? Да, лучше бы я добил. Сразу. Так, ладно, давайте собирать уток. А то сейчас мы порастеряем даже тех, которых... Может и не широконоска была, может хохлатая. Что-то она хорошо ныряет. Так, ну что, подплываем к кучке. Ветром сначала унесло в ту сторону, прошелся, там нет, а они вот оказывается где. Вот они, не широконоски, а как его, турунчеш по коми, а по-русски хохлатая чернить. Хохлатая чернить. Вон свежий лед, очень опасный, кстати. Может порезать лодку, лодку может порезать. Так, раз, два штучки. Так, вот еще одного вижу. Тоже вроде чернить хохлатая. Блин. Самое опасное вот это тонкий ледок. Может на раз-два порезать лодку. Ух ты, 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 ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот так вот лучше. Иначе оно как ножом, как лезвием может порезать. Очень опасно. Вон еще уточка. Ну что-то, оказывается, я еще и пострелял. Говорю, вроде остается. Стреляю. Стреляю. Так. Ну вот еще хохлатая чернить. Вот такая вот красивая утка. Селезень хохлатой чернити. Белоснежная. Вот ночью хорошо его видно. Самок не видно, они темные. А самцов видно. И как бы уже не ошибешься. Стреляй по белым пятнышкам, да и все. Вот еще одна. Блин. Хороший заморозок ударил. Что замерзло. Оставлять их нельзя. Оставишь, воронье быстро оприходует. Так, ну и там вот еще походу черочек. Надо к нему пробраться. И пойдем добирать подранков. 2 подранка еще должно быть у нас. Так, а это у нас походу широконоска. Вон воронье уже круги нарезает. Сколько раз так было? Оставишь утку, придешь, а от утки только одно название. Вот так вот. Только так и никак иначе. Нет, не широконоска, тоже хохлатая чернить. Тоже хохлатая чернить.
В общем, озеро есть озеро. Хохлатая чернить любит все-таки водные просторы. Так, теперь как-то надо аккуратно. Аккуратно как-то назад. Так, ладно, здесь все достали, пошли добывать подранков. Если получится. 2 или 3 патрона еще осталось. Попробуем добрать. Бесполезно. Сделал 2 круга. Смотрел внимательно. Не нашел. С маскировкой у них все в порядке. Ну-ка, там вот что-то похожее. Ну, вряд ли. Трава. Бесполезно. Ладно. Пошли на берег подводить итоги. Так, ну что, друзья, вот мы и на берегу. 2 подранков добрать так и не смогли, а остальных, в принципе, собрали. Добрали 1 подранка, широконоску. И вот у нас такая вот кучка получилась. Сейчас давайте посчитаем, сколько у нас всего за вечерку и за утрянку. Ноги уже полностью сырые. Так, ладно, сейчас пойдем в избу. Вот такая вот клюква здесь растет. Вкусняшка. Так, что? Считаем сначала хохлатую чернить. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 7, 8. Так, 8 штук хохлатой чернити. 2 вот таких красавца свезя. 9, 10. 1 широконоска. 11 и 2 черочка. 12, 13. Вот такая вот чертова дюжина. Неплохо, неплохо. Не зря приходили, не зря мерзли. От души постреляли. Добыли уток. Теперь можно идти в избу, готовить завтрак или ужин, как там его называть, растопить печь, просушиться. И по планам было сделать пару рейсов, то бишь выезжать. Но так как дорога, сами видели какая, мы, наверное, останемся, выедем завтра рано утром. Как-то вот так. Все, пошли в избу. Ну вот и кому-то доброе утро. Время 5:40. Ну а у нас добрый вечер. В принципе, все сделали. Растопили печь, развесили сырую одежду, сырые стельки, носки, чулки. Перекусить уже успели. Перекусывали макарошками с бобрятиной. Вот
Вот, друзья, вот такая вот красота получилась у нас. Две кучки могучие. Все хорошо. Когда развешивал уток, на озеро сели лебеди. Слышно было. Покричали, покричали и, видать, спокойно плавают. Немного, где-то штуки 3-4, наверное, так. Судя по крикам, по крыльям. Спокойно все. Утки пролетали раза 3-4, а Володя не стрелял. В общем, спокойной ночи, друзья. Пошел я отдыхать, спать. Днем подойдет Володя и порешаем, что и как, что делать. Что делать. Вечерняя, утренняя зорька, а днем чем-нибудь отдохнем и займемся чем-нибудь полезным, возможно. Как-то вот так. Погода просто прелесть. Поют птички. Встает солнышко. После утреннего мороза начинает потихонечку теплеть. Поднялся небольшой ветерок. И тишина. Природа и весна. Удачные. О, озеро уже здесь открыто, видно, блестит. До избы уже дошло. Сегодня, я так думаю, откроется еще метров на 100. И, наверное, сегодня ночью Володя уже пойдет в свой шалаш, который на озере, я так думаю. Вот. Все хорошо. День прошел продуктивно, плодотворно. Сегодня, можно так сказать, открыли навигацию, спустил лодку, поставил мотор, новый мотор, обкатал. Завтра на работу. Весновка, в принципе, заканчивается, не успев начаться. Но только вот, можно так сказать, из-за одного дня, вот то, что вот сегодняшняя утрянка и вчерашняя вечерка, только из-за этого стоило готовиться неделю, жить неделю. Я так думаю, если бы не выезжал, возможно, было бы что-то и лучше. Я так думаю, эти две могучие кучки, как бы взамен прогулов моих, то, что меня здесь не было, Бог мне дал. Как бы он видит, все видит. Все хорошо, друзья. Все прекрасно. Жизнь продолжается. Пошел я спать. Увидимся вечером. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак.